Ja. Also ich Что ж, как всегда, в таких вопросах нет какой-то одной причины. Но я думаю, что тому есть политические и экономические причины. По-видимому, точнее даже очевидно, российский дешевый газ сыграл важную роль для Германии. Это произошло после отказа от ядерной энергетики и энергетической революции, к которой стремилось большинство населения Германии. Но при этом нам долгое время требовалось большое количество газа. Российское предложение по Северному потоку-1 и Северному потоку-2 идеально подошло. Тогда было бы трудно объяснить населению, что имеет смысл покупать газ из Америки, который на 20 или 30% дороже российского. Так что это серьезный аргумент. А еще мы явно переоценили потенциал российской экономики. Многие немецкие лидеры бизнеса были одурманены сценариями, при которых перед ними распахивался огромный рынок. И, например, почти никто не обращал внимания на то, что такие страны, как Чехия или та же Польша, находятся прямо у нас под боком. И, возможно, они не такие большие, но в структурном отношении у нас были бы там гораздо лучшие позиции. Но были и политические причины. Я думаю, мы верили в парадигму взаимозависимости. Что чем больше вы сращиваете свои экономические, энергетические и политические обязательства с Россией, вы создаете стабильность и тем самым, скажем так, повышаете для России стоимость возможного конфликта или даже войны. Думаю, это была парадигма, в которой мы все мысленно жили. Dadurch Stabilität schafft und dadurch sozusagen die Kosten für einen möglichen Konflikt. В конце концов, потрясения, вызванные этой ужасной войной, убедили нас в том, что взаимозависимость также может повлечь за собой наращивание вооружения. Мы проигнорировали это, и это, безусловно, было ошибкой. Думаю, нам следует оглянуться на то время, когда мы слишком мало критиковали себя. Zu wenig Kritik an uns selber zugelassen haben.